гербовом зале Кремля ингушская культура повсюду. Уникальные картины из рыбьей кожи, свадебные национальные платья, старинные ингушские войлочные ковры и изделия из дерева. Все сделано своими руками, а главное – с душой. От выставки книг по истории края до изделия декоративно-прикладного искусства. Возле каждого ингушского мастера собираются толпы желающих узнать, как из обычных материалов получаются шедевры. Все то, что я здесь вижу, меня восхищает. Я очень радуюсь и жажду счастья, радости Ингушетии. Радуюсь тому, что сегодня праздничный концерт, посвященный 245-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Какое чудо! Сайра Дика Хейлшун. Баркал. Это, можно сказать, самый любимый мой край. А знаете по какой причине? Потому что руководитель Ингушетии, уважаемый Юнусбек Евкуров, мой однокашник, мы вместе с ним учились в Академии Генерального штаба. Поэтому любимее республики на Кавказе, чем Ингушетия, для меня нет. Изумительные ручной работы, материал, история, артефакты, это изумительно. Им понравились особенно кружева. Я доселе не видела такой техники и таких работ. Когда я прикоснулась, там чувствуется такая тонкость души ингушской, и действительно мастерицы работают с этим потрясающе. Почему остановились именно здесь и знакомы были раньше с культурой ингушей? Нет, мы не были знакомы, специально вот такие шедевры. Мы даже когда заходили, мы не поняли, что это ковры. Мы думали, что это картины. И когда увидели мастера, то тут, конечно, вот сразу глазом зацепились, да. Как же эта красота делается. Необыкновенно Картины просто. Необыкновенные. Сегодня только пришла и получила громадное удовольствие от этих женщин, умельцев, от всей вот красоты, которую мы здесь видим. Это просто что-то необыкновенное. Почаще, пожалуйста, приглашайте, и чтобы у них были лишние экземпляры, и можно было бы приобрести. Действительно, пройти мимо этой выставки невозможно. Но, к сожалению, многих ее посетителей купить эту красоту нельзя. Только посмотреть, максимум потрогать. Заинтересовало вот очень красивый орнамент. Интересно, как война прошла и сколько ингушев участвовали в ней. И что они делали и для войны, и для тыла. Это очень даже и стихи интересные им посвящены. Ну, еще интересно, вот у вас ковры, вот качество замечательно. Мы просто восхищены. Потом там рыбья кожа какая-то. Это что, из шелухи рыбы что ли делают? Ну, это замечательно. Это я вот первый раз вижу такое искусство. Здесь же в фойе Государственного Кремлевского дворца посетители смогли увидеть и мастер-классы. Рисунком это нельзя назвать. Это исконно ингушский орнамент. Идея, она заложена в нашей истории. Ее выдумать нельзя. Это повторяется с древних веков нашего народа. Конечно, это еще один повод познакомить жителей России с культурой нашей республики, с ее искусством, с народом, с бытом, с укладом, с историей нашего народа. Мне кажется, что это очень будет интересно тем, кто будет приходить на эту выставку. Они отметят труд всех тех, кто стоял у истоков изобразительного искусства. У каждого народа есть свои судьбоносные даты. Для нашего народа самое важное событие произошло 245 лет назад, в 1770 году, когда наши предки приняли одно из самых важных решений – добровольно войти в состав России под защиту империи. Ингуши находились в непосредственном контакте со многими народами, но выбор свой сделали в пользу России. Праздник, который сегодня есть в Республике Ингушетия, это праздник всей Российской Федерации. Я это так понимаю, мои коллеги тоже. И я с огромным счастьем, с душой с огромной поздравляю всех жителей и Республики Ингушетия, и Российской Федерации с этим большим праздником. Это наш общий семейный праздник. С огромным удовольствием вместе с главой Чувашской Республики по приглашению главы Ингушетии Евкурова пришли на это действительно великое для всей России событие, потому что сила России именно в ее многообразии и многонациональности. И то, что мы живем дружно в многонациональной семье народов, я считаю, что это наша общая заслуга. Самая главная часть торжественного вечера – праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце. В зале не только виновники торжества ингуши, но и представители многих других национальностей, что еще раз доказывает, мы можем и умеем жить в мире, открыла концерт Хава Индиева.
На сцене актеры показывают, как ингуши приняли свое самое верное решение в пользу России. На сцену выходит визитная карточка республики, ансамбль «Ингушетия». Ведь танец – это душа народа, и здесь не нужны слова. Поздравления от президента страны Владимира Путина зачитывает член Совета Федерации Мухарбек Дидигов. Они принесли присягу на верность российскому государству, связав с ним свою судьбу. И на протяжении почти четверти тысячелетия ни разу не нарушили подписанный договор. Жители Ингушетии внесли большой вклад в сохранение единства нашего государства. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров поздравил народ Ингушетии с этим праздником и отметил, что сегодня с уверенностью можно сказать, что решение, принятое 245 лет назад ингушскими старейшинами, действительно было мудрым и правильным. Дорогие друзья, много прошло лет. За эти годы наши предки участвовали во всех значимых событиях, судьбоносных событиях нашей великой страны. Не говоря уже про войны, еще до добровольного вхождения и единения наших предков в составе России, еще при битве на Калке, бесспорно при Мине и Пожарском наши предки были отмечены и на тех событиях, но особо ярко проявилось участие наших предков в войнах, которые вела Россия за независимость, за охрану наших рубежей. Мира всем народам России. Зал не остался равнодушным к словам, звучащим со сцены в этот вечер. Стоя, зрители слушали песню Али Гимаева, посвященную последнему защитнику Брестской крепости Уматгирею Барханоеву. А песня «Даимох» в исполнении «Города солнца» люди в зале слушали со слезами на глазах. Этот концерт надолго запомнится всем присутствующим своими яркими выступлениями и теплыми словами. 3 года назад именно в этом зале мне вручали звезду героя. И мне было очень приятно вернуться сюда еще раз. Очень многих знакомых. Приветствуем глубоко подобные мероприятия и выражаем всяческую благодарность за то, что такие мероприятия проводятся. Вообще поднимают культурный уровень молодежи и наш. Спасибо и руководству, и всем организаторам. Спасибо. В этом месяце Дни Ингушетии пройдут еще и в Совете Федерации. Одним из его ярких событий обещает стать товарищеский матч между командами делегации Республики Ингушетия и Совета Федерации на стадионе Лужники. Рина Цичоева, Аслан Героев. Новости 24. Кремль.